Тема деколонизации уже, значит, сейчас немножко поутихла. Какое-то время назад, не так давно, все об этом говорили, высказались практически все лидеры национальных движений, высказались, значит, ну, все, кто хотел, высказались некоторые представители российской либеральной, значит, оппозиции, да, некоторые нас поддержали, что очень приятно, спасибо большое им, да, некоторые, значит, нас не поддержали, как, вот, допустим, как Федор Крашенинников, да, который не признает Россию империей. Но это ладно. Это всегда было, и это всегда так будет. Мнения разные, да, все высказывают, имеют право на высказывание своей точки зрения. Вот, я бы хотела сейчас обратиться к представителям национальных движений, да. Почему бы нам сейчас не заговорить, не призвать русскую либеральную оппозицию? Вот они этого слова просто очень боятся распад, да, для них это что-то радикальное, что-то страшное, да. Яшин же говорил о том, что это будет один из самых больших кризисов, да. Почему бы нам не призвать их к созиданию, да, раз уж они такие демократы, раз уж они думают о правах человека в первую очередь, да, почему бы нам их не призвать к созиданию вокруг себя свободных территорий, демократических. Вот. Мне кажется, вот перевод темы в такое вот русло, он был бы для них более приемлем, не таким страшным, да. Вообще это все радикально, вещи радикальные, да, слова, вот, которые мы говорим, распад, распад. Нет, это не распад, это строительство новых независимых, правовых, демократических государств. И они, между прочим, могли бы принять в этом непосредственное участие. И делать на самом деле это серьезно, а не просто возить с собой по европейским форумам вот этих дежурных нерусей, извините меня, да, дежурных нерусей, которые представляются европейским политикам, значит, лицами и голосами всей нерусской России, да, которая якобы не хочет свободы, а хочет якобы настоящей федерации, настоящего правового государства. Вот, конечно, мы хотим настоящих правовых государств, но для себя. Конечно, мы хотим настоящих демократических государств, но для себя, для своих республик. Вот. И даже многие, вот я придерживаюсь такого мнения, что на самом деле Россия, если она останется, если республики получат свою независимость, и останется вот Россия, вот она небольшая, да, ну, кто-то называет ее Русской Республикой, кто-то еще как-то называет, да, называет. Но с этническим, значит, большинством, с русскими, останется в небольших границах. Она на самом деле будет, я уже об этом говорила, будет процветающим европейским демократическим государством. У нее есть все для этого предпосылки. Мы понимаем, что практически это всегда так было. Самые светлые умы, да, съезжались в центр России, в Москву. Там богатая история, там очень интересная культура. И я думаю, что Запад, предполагая, надеясь на то, что Россия в будущем вольется в Европу, вот они же говорят, да, Россия – это европейское государство. Ну и вот, Запад в будущем, надеясь на то, что Россия вольется в Европу, станет настоящим европейским государством, будет им очень сильно в этом помогать. Ну и, конечно же, и туристы поедут, и умы поедут туда все, светлые головы. И на самом деле им не нужны будут ресурсы, да, наши республиканские, для того, чтобы быть сильным и богатым, процветающим государством европейским. Вот. Они об этом почему-то не думают. Мне вообще это удивительно, да, почему они, даже вот эти молодые люди, либералы, политики, они живут вот какими-то архаическими представлениями о богатстве государств.
У меня есть такое предложение к оппозиции либеральной, к российской. Почему бы вам вообще всю энергию свою не... Вы же сейчас грызете себя вот с такой пролетарской злобой, да, друг друга. Почему бы вам не объединиться и вообще всю свою энергию не направить на изменение ситуации внутри Российской Федерации? Да, я говорю о вооруженном восстании. Поскольку у вас огромное количество сочувствующих, у вас огромное количество тех людей, которые вас поддерживают внутри России, вы могли бы их просто запросто поставить их, значит, под ружье, ну, скажем так, да грубо, призвать их выйти на улицу и просто смести эту власть. И поехать туда, конечно же, да, поехать туда и вместе с ними возглавить вообще этот протест вооруженный. И уже потом вслед за вами подтянутся все национальные республики. Мне кажется, у меня такое ощущение, что люди вот сидят и ждут, да, когда же это все на самом деле случится. Вот, я, конечно, могу ошибаться, но у меня вот такое впечатление. А так получается, что вы вот просто сидите и прячетесь за спинами украинцев, и вот из-за этих спин, из-за спин мирных жителей Украины, которые гибнут, да, которые вынуждены противостоять российской агрессии, вы вот за их спинами кричите «Путин вор». Вот, и все. И больше ваши действия, в общем, ни на что вот эти вот не влияют. Вот, давайте менять уже повестку. Прошел форум вот в Вильнюсе, да? Мгм. Достаточно так положительно, да, мне нравится, что уже за какое-то время, за 2 года, да, риторика сменилась. И то, к чему мы призывали с самого начала, к выходу значит, из состава, к вооруженному, да, мятежу, собирали сибирский батальон, вообще собирали каких-то военных, да, и наконец-то к этому пришла какая-то часть русской либеральной оппозиции. Вот. И чем дальше это будет, тем лучше. И я просто вас призываю не терять времени. Рано или поздно все равно это произойдет, рано или поздно все равно все поймут, что кроме вооруженного восстания никак вашу страну, Россию, не спасти. Вам, да? Если вы считаете, что все деньги находятся на Западе, то вы очень ошибаетесь. Все деньги как раз-таки находятся внутри России. Россия, несмотря на то, что она наращивает военный бюджет очень сильно, да, Россия до сих пор является одним из самых богатых государств мира, да, и все деньги находятся там. Вы хотя бы для своего будущего, да, для того, чтобы нормально экономически сотрудничать с будущими независимыми государствами, у которых деньги будут за счет продажи ресурсов, да, вы могли бы сейчас прийти к сотрудничеству с лидерами будущих независимых государств, с ее оппозицией. Вот, хотя бы для этого. Потому что у Запада не так много денег, как вам кажется. То, что вы сейчас живете на западные деньги, да, это на самом деле не очень большие деньги. Если вам кажется, что вся помощь находится на Западе и вся поддержка, то вы тоже ошибаетесь. Мы сейчас видим, к сожалению, к большому, да, как Запад помогает Украине. С каким скрипом. Да? Они смотрят так со стороны. И они, конечно, оказывается помощь, спасибо большое, но не такая, какую украинцы хотели бы и какая нужна Украине. Вот. Точно так же, то же самое будет в тот момент, когда Россия начнет переформатироваться. Запад будет наблюдать. Помощь она будет оказываться в виде гуманитарной. Да? Окорочка, масло и сахар, соль и сахар. Вот. Больше, в принципе, помощи вы от Запада никакой не дождетесь. Вот. Ну и гуманитарная, конечно, тоже хорошо, вот, но не более того. Понимаете, вы больше ничего не получите. Вся помощь и поддержка, в принципе, могла бы, да, для вас быть внутри Российской Федерации, внутри национальных республик. Но вы как бы от нее отказываетесь. Я предлагаю вам поменять угол зрения, сменить его, да. Посмотрите на ситуацию по-другому. Не бойтесь ничего. В этой жизни нет ничего вообще страшного. В политической жизни тоже нет ничего страшного. Обо всем можно разговаривать
Со всеми можно, значит, мирно решать вопросы. Вот, скажем так. Такие вот у меня на сегодняшний день предложения. А, Я не знаю, как закончится вообще война, мы с вами не знаем, но то, что нам самим нужно уже что-то делать, да, внутри страны, это однозначно. Это однозначно. Вот. Мы к этому выводу пришли давным-давно. Вы к этому выводу, к сожалению, до сих пор не пришли. Я вас призываю поработать над этим, разработать стратегию, разработать план изменения, да, разработать план, ну, не скажем, грубо так, захвата власти, да, но изменений. Пожалуйста, не бойтесь ничего, свобода стоит этого. Нет ничего важнее свободы.